أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على رسول الله محمد وآله وصحبه أجمعين. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Вера, иман. Аллах Субхану ва Тааля в Коране неоднократно обращается к нам. Уверуйте. И даже обращается «Я юхалладина аману, амину билляхи ва расулихи». То есть, те, которые уверовали, уверуйте в Аллаха и посланника Его, Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Наравне, наряду с Аллахом, мы всегда в Коране видим, что Аллах требует от нас уверования в Его любимца, в Его посланника, Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Амину билляхи ва расулихи. То есть уверуйте в Аллаха и в Его посланника. Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, говорит, что я послан на землю, то есть для людей, Аллахом, для того, чтобы объяснить им веру, иман, чтобы они уверовали в Аллаха. И мне повелено сражаться на этом пути, то есть стараться на этом пути, доносить людям, что нужно верить в Аллаха и в Его посланника, то есть говорит в меня, саллаллаху алейхи вассалям. То есть ашхаду ан ла иляха илляллах ва ашхаду анна Мухаммадан абдуху ва расулю. Свидетельствую, должен говорить мусульман, ан ла иляха илляллах, что в действительности нету никакого другого чего-то, чему следовало бы поклоняться, кроме Аллаха. И что Мухаммад его достойный раб. Но в отличие от всех других рабов Аллаха, он его посланник. То есть избранный. Тот, который донес до людей Коран, Слово Божье. И Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, говорит, что я послан для того, чтобы донести. И я буду объяснять людям до тех пор эту религию. И буду стараться на этом пути. Буду сражаться с навсами людей. И я послан Аллахом для того, чтобы исправить их мораль и нравственность. «Вама бу'ithtu илля ан утамима макарим аль-ахлак», говорит он, что я послан на землю, что я послан для людей, для того, чтобы исправить их мораль и нравственность. Аллах Субхану ва Тааля, обращаясь по этому поводу к Мухаммаду, саллаллаху алейхи ва саллям, в Коране говорит, что «Я Мухаммад, иннака аля фи хулюкин азим», то есть ты совершеннейший в морали и нравственности. Нету подобного тебе в этом мире. То есть в священной книге, в Коране Аллах говорит, что ты величайший из тех, величайший среди великих, которому нет равных в нравственности. Ты обладатель великой нравственности. И когда Умму Айша, радиаллаху та'аля анха, спросили, каким же он был, она говорит, откройте Коран и почитайте. Он был живым воплощением Корана. Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, светоч миров, любимец Аллаха. Он тот, который объяснил нам слова Аллаха. Он тот, который приблизил нас к милости Аллаха. Он тот, который и спросил разрешения у Аллаха, чтобы предстать защитником грешных мусульман. И Аллах обещал ему, говоря, что «О Мухаммад, я принял твою просьбу, и ты будешь в судный день защищать, просить защиту, будешь ходатайствовать перед Аллахом для своей уммы, и будешь просить Аллаха, чтобы Он вывел грешных мусульман из огня гиены». И Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит, что последний человек, самый грешный, который хотя бы один раз в жизни произнес слово «Ля иляха илляллах», он будет выведен посредством моего шафаата, посредством моего ходатайства перед Аллахом.
Аллах Субхану ва Тааля почему уделил такое внимание этому человеку? Почему? Мухаммад ﷺ, объясняя про себя, говорит, что изначально перед созданием всех творений еще ничего не было. Аллах Субхану ва Тааля создал свет, божественный свет. Из этого божественного света создал мою душу, говорит он. И создал из этой души все души всех остальных пророков и праведников и людей. И Аллах Субхану ва Тааля создал из другой части света все остальные творения, землю, небеса. И сказал в Коране, что сотворение 7 сводов небес более сложнее, чем творение человека и всех остальных живых существ на земле. И Аллах Субхану ва Тааля вот этот божественный свет передавал от всех пророков, начиная от Адама, по очереди друг другу и вплоть до последнего момента, когда этот божественный свет, этот нур переселился в чрево матери пророка Мухаммада, саллаллаху благословенной Амины. После этого, когда он родился, как рассказывает его мать, которую мы вычитываем из поэм, из касид про пророка Мухаммада в Мавлидах, что когда он родился, какой-то свет озарил всю комнату, в которой я лежала. И монахи, которые жили в Шаме, далеко от Мекки, увидели в стороне Мекки какой-то божественный свет, который вырвался и озарил все небеса. И они сказали, эти монахи, эти праведники, что пришел какой-то человек, которым Аллах избрал. И они говорили в своих книгах, читали в своих книгах, что должен прийти последний пророк судного дня, которого ждали все в течение многих-многих столетий. И вот этот человек пришел. И этот человек был самым высшим в морали и нравственности. Он изначально познал сиротство, он познал голод, унижение, обиды. Он, когда только родился, остался без отца. Когда надо было самое то время, в 6 лет, когда нужна материнская любовь, он остался без матери. Когда нужна была любовь такого близкого человека, как дед Абдуль-Муталиб, он остался и без деда. Но благодаря Аллаху его воспитывал его дядя Абу-Талиб, который заменил его отца и мать, и его дедушку. И он дал ему такое хорошее воспитание, и он вырастил в его как самая золотая крупинка морали и нравственности, величайшей морали, величайшей нравственности человечества. И в 30 лет он обладал уже таким именем, которое ему сказали, которое ему присвоили Амин. Его начали называть Мухаммад Амин. То есть можно доверять этому человеку. Амин – это от слова доверие, что он самый доверительный человек. Даже его враги оставляли свои вещи на сохранение, как аманат Мухаммаду, саллиллаху алейхи вассалям. И Мухаммад, саллиллаху, начиная от рождения, от самого рождения, постоянно был в общении с Аллахом. Вспомним историю, когда снизошел Джабраил, алейхиссалям, и раскрыл его, рассек его грудь, вытащил его сердце и обмыл в воде, принесенном из райских гущей. После этого вспомним, как тучка, которая постоянно сопровождала Мухаммада, саллаллаху алейхи вассаляма, прикрывала его в пустыне, когда он ехал со своим дядей по торговым делам. И тогда монах, отшельник, увидев, что тучка постоянно
находится над этим малышом, сказал, что этого человека уже ожидают много столетий, и будьте осторожны, ему могут навредить. Отправляйтесь назад, сохраните этого ребенка. У него большое будущее. Это тот, о котором написано в древних книгах, божественных книгах, что должен прийти, идет время пришествия пророка судного дня Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. Аллах Субхану ва Тааля в Коране, обращаясь к нам, говорит: «Я юхалладина аман», о те, которые уверовали, саллю алейхи, то есть произнесите салаваты, вознесите мольбу Аллаху, вассалиму таслиман, и приветствуйте пророка. Почему? А предыдущие в этом аяте фраза говорит: «Инна Аллаху ва малаикатаху юсаллюна аля наби». Да потому что Аллах сам постоянно совершает салават. Салават Аллаха — это значит ниспосылает свою милость. И ангелы восхваляют пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи ва саллям, возводят для него салаваты перед Аллахом, то есть молят Аллаха. И мы, люди, мы, верующие мусульмане, должны постоянно произносить салаваты, говоря: «Аллахумма салли ва саллим аля сайидина Мухаммадин ва аля али сайидина Мухаммад». О Аллах, благослови и приветствуй пророка нашего Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, который является господином верующих, который является предводителем верующих, предводителем уверовавших людей, всех людей на земле, который будет защитником и ходатаем, который будет совершать шафаат, ходатайство даже для своего праотца, даже для Адама, для всех пророков и для всех праведников, и в том числе, конечно, в первую очередь для всех мусульман, для своей уммы. И мы постоянно воздаем салаваты. Некоторые люди говорят, что про пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, что он уже ушел из этой жизни, и какой толк от него сейчас возносить ему салават или что-то, Но есть живая книга Кур'ан аль-Карим, где Аллах Субхану ва Тааля, обращаясь, говорит, что «Инна Аллаха ва малаикатаху юсаллуна аля наби, я айюхалладина аману саллу алейхи ва саллиму таслима». Аллах сам, его ангелы совершают благословение Мухаммаду, саллаллаху алейхи ва саллям. О, те, которые уверовали, совершайте салаваты и приветствуйте пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. Когда Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, объяснял своим сахабам, сахабы сказали: «О, пророк, ведь ты же будешь мертвый, ты же будешь находиться в могиле. Как же мы будем подходить к тебе, как же мы будем обращаться к тебе и говорить: о, я Расулуллах, саляму алейк, приветствие тебе, о посланник Аллаха». Он говорит: вы разве не знаете, что пророки живые, и они молятся в своих могилах? Хум фи хубурихим юсаллун. Если что-то происходит с вами, обращайтесь ко мне, говорит Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям. Обращайтесь, произнесите салаваты и воздавайте мольбу Аллаху. Говорите: «Альхамдулиллахи раббил алямин», и произнесите салават: «Ассалату вассаляму аля расулиллахи Мухаммадин ва аля алихи ва сахби аджмаин», и просите его Аллаха. Адам, алейхиссалям, когда был низведен из рая, и когда Аллах Субхану ва Тааля научил его словам покаяния, тауба, он произнес: «О Аллах, я верю в Тебя, я прошу Тебя, прости меня ради своего любимого Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям». Аллах Субхану ва Тааля обратился к Адаму, говоря: «О Адам, почему же ты называешь это имя? Откуда ты знаешь? Ведь ты на земле еще первый человек». Он говорит: когда ты в меня вдохнул жизнь,
как говорит Аллах Субхану ва Тааля: «Ва нафахна мин рухина», и когда мы вдохнули в жизнь из кладези души, которая находится у Аллаха Субхану ва Тааля. Я открыл глаза и увидел опоры арша. И на одной опоре арша было написано «Ля иляха илляллах», на другой «Мухаммад Расулуллах». И я подумал, что рядом с именем Аллаха, с возвеличиванием Аллаха, если находится какое-то другое имя, то это неспроста, то значит, они следуют друг за другом, и значит, это любимец Аллаха. Аллах нелюбимых своих не поставит рядом со своим именем. Аллах действительно простил Адаму. И в судный день, когда наступит судный день, когда первым Аллах Субхану ва Тааля поднимет из могилы Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, он побежит и бросится на земной поклон, на сажда, и будет просить Аллаха: «О Аллах, убереги мою умму от зла, огня гиены». И Аллах Субхану ва Тааля произнесет: «О Мухаммад, о мой любимец, подними голову, сегодня не тот день, когда совершают сажда, сегодня тот день, когда получают вознаграждение за то, что совершали сажда, земной поклон, когда были живыми, когда жили в мире. И что хочешь, проси», скажет Аллах. «Защити, убереги мою умму, сделай меня ходатаем. Ты ведь обещал, свой Аллах», скажет Мухаммад саллаллаху алейхи вассалям. «Твоя просьба исполнена», скажет Аллах. И он станет ходатаем, и со своей благословенной рукой он будет давать питье всем мусульманам, которые в это время будут испытывать такую жажду, и жажда у них прекратится. Всем грешным он станет ходатаем, мушафием, он будет совершать шафаат. Ни в коем случае нельзя выступать против Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, потому что, некоторые говорят, что мы принимаем аяты Корана, но не принимаем хадисы пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, ведь это был живой человек. Есть такие группы, которые отрицают хадисы, но есть аяты Корана, где Аллах Субхану ва Тааля говорит, что они пытаются разделить Аллаха и его посланников. Это неверующие люди. И ищут пути между Аллахом и посланниками, говорят, что мы верим в Аллаха, но не верим в пророков, и не верим в пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Это те люди, которые заслужили гнев Аллаха. Это те люди, которые потеряли в очень сильном убытке. Наряду с Аллахом мы всегда произносим имя Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Мы поклоняемся Аллаху, но мы почитаем Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Некоторые думают, что наше почитание доходит как почитание человека, как божества. Это ложь. Мусульмане никогда не почитают до такой степени, чтобы поставить на место Всевышнего Аллаха, Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Никогда такого не было. И когда, если даже совершают зиарат к могиле пророка, или даже произносят ему приветствие: «Ассаляму алейки, я Расулуллах», они все-таки поклоняются Аллаху, но почитают пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Почему? Это потому что Аллах Субхану ва Тааля говорит, что нету веры у человека, если человек произносит «Ашхаду ан ла иляха илляллах», и на этом закончилось. Он говорит, что нужно еще произнести «Ашхаду анна Мухаммадан габдуху ва расулуху». Это две формулы шахадатейн, они идут наравне друг с другом. И есть аят Корана: «Ман ата'ар расуль факад ата'а Аллах». Кто подчинился пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи вассалям, тот не что иное, как подчинился Аллаху. Кто признал Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, тот ничего другого не совершил, как признать Аллаха, субхану ва тааля. Они идут рядом, но они не равны. Аллах на месте Аллаха, Мухаммад саллаллаху алейхи вассалям на месте посланника. Он его посланник. Что бы ни говорили пророку Мухаммаду саллаллаху алейхи вассалям,
никогда к нему не прикрепиться никакие плохие слова, никакие плохие мысли или мнения пророка Мухаммада ﷺ. Что только не придумывают сегодня про него. Свят его имя, свята его личность. Потому что это созданный из божественного света любимец Аллаха, это существо, он посланник Аллаха, он такой же человек, как и мы, но который носил в себе божественный свет, нур. И когда начинает оскорблять и обвиняя в его разных преступлениях, ничего из этих обвинений близко не подходит к пророку Мухаммаду ﷺ. Какие только обвинения в его адрес не сыплются сегодня. Это все наущение шайтана, нужно знать. Некоторые стараются отвлечь от его сунны. Говорят, что самое главное это фарз и ваджибы. А сунны, знаете, это просто как бы, за это, если оставишь, греха нету. Но ты сказал, ашхаду анна Мухаммадан абдуху ва расулю. Если ты признал, что я свидетельствую, что Мухаммад верный посланник и верный раб Аллаха, субханаху тааля, то как же ты можешь оставить сунну? Есть такая категория людей, что, имея под видом сунны пророка Мухаммада, выдергивают какие-то хадисы и в себе принимают те качества, которые вообще не были у пророка Мухаммада. Разве Мухаммад ходил неухоженный, с неухоженной бородой, с неухоженными волосами? Разве Мухаммад не прикрывал свой гаурат, будучи мужчиной? Разве пророк Мухаммад оставлял какие-то сунны намазов, пятикратных намазов, сунны намаза, которые называются сунна муаккада? Разве Мухаммад кроме одного раза, разве мы вычитали где-нибудь, чтобы он молился и представал перед Аллахом в грязных одеждах, без головного убора или другого? Разве мы видели когда-нибудь в каких-нибудь хадисах, как он оскорблял мусульманина? Разве мы видели каких-нибудь или вычитывали, или слышали про пророка Мухаммада, что он оскорблял какого-нибудь сироту? Разве он занимался грабежами? Разве он занимался разбоем? Говорят, да, он нападал на караваны. Когда он нападал на караваны? Когда этот караван, груженный оружием, шел вместе с людьми, которые решили напасть на пророка Мухаммада и уничтожить мусульман. Тогда он защищался, тогда он первым, пресекал их. Это другое. Разве он обижал слабых мусульман? Разве он смеялся и шутил над другими мусульманами, оскорбительно высказываясь о тех или иных качествах своей уммы? Разве он возвеличил свою семью и представил их выше других мусульман? Даже когда он родился, как говорит его мать, которую мы вычитываем из мавлидов пророка, мавлиды пророка – это жизнеописание пророка Мухаммада в виде хасид или поэм. Там же говорится, эти хасиды написали знаменитые аулия-уллах, те, которые служили и посвятили свою жизнь поклонению Аллаха, изучали все науки, которые можно было изучить, целыми днями совершали воспоминания Аллаха, совершали зикр, не переставали молиться, не переставали давать милостыню, садаку. Те, которые боялись Аллаха, те, которые почитали пророка Мухаммада, те, которые действительно постоянно представляли взгляд Аллаха на себе. И они написали эти хасиды. И в этих хасидах говорится, что когда он родился, он что-то шептал, и его мать говорит, что он говорил «уммати, уммати», «моя умма, моя умма». И когда он умирал, тоже говорил, что «уммати, уммати», что моя умма, моя умма. Слава Аллаху, что моя умма на правильном пути. И в своих высказываниях он говорит, что моя умма похожа на дождь. Не знаешь, какой из них капелька дождя, первая капелька дождя или последняя капелька дождя лучше. Они все равны.
И он беспокоился за каждого члена своей уммы. Вот эту сунну нужно воспринимать. Мусульмане как единая стена, как кирпичики. Мусульмане как единое тело, говорит говорит Аллах Субхану ва Тааля. И Мухаммад ﷺ говорит по этому поводу, разъясняя, что какая бы часть тела не поранилась, все тело начинает болеть. И сегодня мы видим, вычитываем из хадисов, что он болел душой за каждого мусульманина. Однажды он отвернулся от слепого человека. Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Абаса ва тавалла ан джааху аль-а'ма». Он отвернулся от того, что к нему подошел слепой человек. И он не ответил на его вопросы. Он после этого целыми ночами, продолжительное долгое время просил прощения за свое вот это деяние, за свои действия. И умма пророка Мухаммада ﷺ едина. И он болел за каждого члена своей уммы. И вплоть до судного дня он будет молить Аллаха, говоря, что: «О Аллах, защити мою умму». Когда он предстанет перед Аллахом в судный день, тоже будет молить Аллаха, тоже будет просить: защити. И не оставить никого из грешных мусульман, кроме тех мусульман, которые впали в неверие. Кто же впал в неверие? Который отрицает Всевышнего Аллаха ясно и в отрицании уходит из этого мира. Который отрицает пророка Мухаммада ﷺ, который отрицает все положения ислама, говоря, что это все сказки, и умирает, будучи неверующим, в неверии. Вот про этого человека Мухаммад ﷺ говорит, что я не буду ходатайствовать. Или про тех мунафиков, которые внешне изображали из себя мусульман, а внутри были неверующими. Он не будет за них ходатайствовать. Мухаммад ﷺ, вера в пророка Мухаммада ﷺ постоянно звучит в аятах Корана, что нужно уверовать в Аллаха и нужно уверовать в пророка. И говорит, что Мухаммад ﷺ вам очень ясный, четкий пример. «Валякум фи расулиллахи усватун хасанатун». И вам, в вашем пророке, очень хороший пример. Берите все хорошее, то, что он делал. Берите всю его нравственность, впитайте в себя всю его нравственность и живите так, старайтесь жить так, как он жил в этом мире. Мы, умма пророка Мухаммада ﷺ, мусульмане, мы верующие в Аллаха, мы всегда молимся друг за друга, мы всегда стараемся помочь, и мы всегда стараемся быть в той нравственности, которую нес в себе пророк Мухаммад ﷺ. И постоянно воздаем ему салават и говоря: «Аллахумма салли ва саллим аля сайидина Мухаммад ва аля али сайидина Мухаммад». О Аллах, благослови и приветствуй господина верующих, первого из уверовавших, самого своего близкого любимца Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям, и всех его, всю его семью и всех его мусульман благослови, приветствуй, обрати на нас свой лучезарный лик, лучезарный взгляд и введи нас в райские гущи и дай нам все свои блага в этом мире и будущем мире. Раббана, атина фид дунья хасаната ва фил ахирати хасаната ва кина азабан нар.